Эту заброшенную площадку скоро будет не узнать. Когда местным жителям предложили выбрать, на что в первую очередь потратить средства проекта «Городская среда», большинство проголосовали именно за этот объект. В числе тех, кто отдал свой голос за апгрейд территории, был и Батыр Боков. Многодетный отец признается, пока детям негде проводить свой досуг. يرحتوا أبوري جوا الله قول قدرت كنا يرتدون حبوري سديوان بال أو تحقيق كيلومتر أبغينجا ناقد أبغيت خير من دي برهن زار دالت ويخ مالوا سجا حنجس حق بلشات كيف يرحتوا يوري ويخ مالدا بر كرجو ولا ناقل ده ده. Обустраивать эту территорию начали еще в 2016 году за счет внебюджетных средств. Здесь появилась небольшая площадка для мини-футбола, правда без покрытия. Ежедневно я часто бываю тоже здесь. С внуками приходят, и женщины приходят, развлекаются здесь. Это очень нужное дело. А если благоустроить, вообще будет капитально. Современные, а главное ухоженные зоны отдыха для молодежи в Карабулаке пока в дефиците. В основном все находятся ближе к центру города, что неудобно для жителей окраин. Спортплощадку в 3-м микрорайоне начнут реконструировать уже в апреле. Тогда и появится первоначальный план будущих изменений. На этом стадионе будет озеленение, покрытие, то есть, как полагается, помимо этого освещение, лавочки для отдыха. И все в этом духе, то есть для досуга, развлекательной деятельности спортивной. Еще один объект, который подвергнется реконструкции, улица Рабочая, оправдывает свое название. Детский сад, больница, скорая и почта. Все в шаговой доступности, а вот качественной дороги еще нет. Но это только пока, успокаивают местные власти. Эта улица, наряду с еще 3, вошла в список территорий, которые благоустроят в рамках нацпроекта. Здесь будут проводиться мероприятия по укладке, обновлению дорожного полотна, укладке тротуара, уличное освещение, урны и парковочная зона для транспорта, который приезжает сюда, в больницу, в почту и другие социальные объекты. Здесь проезжая часть на сегодняшний день узко, тесно очень. Будем также работать над расширением данного участка. Эти территории только ждут своего часа, но есть и те, что уже благоустроили в рамках городской среды. К примеру, городской сквер местные жители успели оценить еще летом прошлого года, а уже зимой 21-го в Карабулаке открыли еще и площадку для любителей баскетбола. Специальное резиновое покрытие и щиты смогут выдержать тренировки любой сложности. Выделен 1 миллион рублей, 20% это было софинансировано от администрации, это 200 тысяч, и 5% это у нас инициативная группа. Как видите, данная площадка уже построена, вела эксплуатацию. Наши детишки, дети имеют, даже и взрослые могут играть на ней даже сейчас. Поэтому будет ли развивать данная площадка спорт, я думаю, это однозначно. Почему? Потому что у нас в Карабулаке это первая спортивная площадка. И я думаю, у нас даже есть, как у нас баскетбольная команда есть. Тем более для них это, я думаю, хорошее подспорье. Благоустроенные парки, ухоженные скверы, детские площадки и улицы. Нацпроект «Жилье и городская среда» запустили в 2019 году. По всей России за это время благоустроено более 68 тысяч дворов и парков. А в одном только Карабулаке до 2024 года планируют реконструировать 18 общественных территорий. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.